Всем добрый день, участники сегодняшнего круглого стола. Сегодняшнее заседание проводит комиссия по предпринимательству, экономике и корпоративной социальной ответственности. Меня зовут Ольга Григорьева, заместитель председателя. Извините за задержку, и мы начинаем. Год столетия Республики Саха-Якутия, год духовного и культурного наследия в Российской Федерации. И сегодня как раз-таки началась декада Олонхо, с чем я вас всех поздравляю. И наши культурные ценности, духовное и культурное достояние сегодня как никогда должны обсуждаться. И по плану у нас сегодня мероприятие «Круглый стол. Защита региональных брендов». Вы, наверное, все в курсе, что на сегодня с каждым годом становится больше и больше предпринимателей, ремесленников, регистрирующих свои авторские права, торговые знаки. И это правильно. Я помню еще лет 10 назад, когда я только начинала предпринимательскую деятельность в сфере народно-художественных промыслов, с этим обстояли дела не очень хорошо. И вследствие этого, как на законодательном уровне, как и в нормативно-правовых актах, хотя бы у нас в республике, на сегодня, благодаря усиленным действиям и Илтумена в лице Павла Ксенофонтова, нас очень поддерживает, Феодосии Васильевны Габышевой, Антонины Афанасьевны Григорьевой, на чьей площадке у нас проводились тоже слушания. И мы все-таки, может быть, и медленно, но идем к той части нашей работы, взаимодействия органов власти, бизнеса и общества, что сегодня у нас в республике уже 2 патентных поверенных, которые работают в сфере защиты авторских прав, интеллектуальной собственности. И сегодня мы пригласили на наш круглый стол Екатерину Николаевну Романову, директора ООО «Национальный институт интеллектуальной собственности и цифровой экономики», патентного поверенного Российской Федерации, эксперта комиссии Общественной палаты Республики Саха-Якутия по развитию экономики, промышленности и предпринимательству. И сегодняшний круглый стол я хочу передать вам слово, Екатерина Николаевна. Как сегодня обстоят дела в этой области, на что следует сделать упор, внимание. Передаю вам слово. Спасибо большое, спасибо за приглашение Общественную палату, спасибо, что на эту тему очень много и общественность говорит, и сфера предпринимательства, и сейчас очень много государственных механизмов, программ. Сейчас вообще как никогда остро стоит, в общем, можно так сказать, стратегический, технологический суверенитет нашей страны, то есть для предпринимателей это очень важно, в первую очередь для развития своего бизнеса, почему? Потому что сейчас тем самым у нас развивается вообще вся цифровизация, развивается и e-коммерция, и без каких-либо защищенных, можно так сказать, и товарных знаков, и знаков обслуживания, и защищенных технологий, то есть на рынок выводиться сейчас очень сложно. Раньше, конечно, без развития, и у нас и государство было другое, и государственный устрой был другой, а сейчас с бурным развитием вообще цифровизации и с развитием рынка интеллектуальной собственности, так называемой, трансфера технологий, мы должны в любом случае уделять очень большое внимание в этой теме, то есть информирован, как говорится, вооружен. Поэтому буквально мне отведено всего 7 минут на выступление, мы должны все-таки на площадке Общественной палаты выслушать мнение тех людей, которые собрались сегодня на площадке круглого стола, как вообще будет это все развиваться,
и я как эксперт постараюсь ответить на все ваши вопросы касаемо вот защиты, вывода и охраны интеллектуальной собственности, да, защиты региональных брендов. Все-таки у нас круглый стол на тему защиты региональных брендов. Давайте чуточку осветим, да, и освежим свою информацию, что же у нас является региональным брендом и какие объекты интеллектуальной собственности являются региональными брендами. Ну, вообще, вот законодательно региональные бренды как термин у нас не закреплен на территории Российской Федерации. Региональные бренды появились как термин благодаря активной работе в Совете Федерации комиссии по интеллектуальной собственности, которую курирует Валентина Ивановна Матвиенко в Совете Федерации, да, и как раз у нас с 2023 года Российская Федерация включается в Лиссабонское соглашение, ратифицирует Женевский акт, и все региональные бренды Российской Федерации будут признаваться на всей территории нашей, как говорится, мира и планеты. Вот видите на слайде, да, то есть региональные бренды с точки зрения интеллектуальной собственности сегодня можно распределить на 3 объекта. Это товарные знаки, видите, да, то есть наименование места происхождения товара и географические указания. Если мы говорим о товарных знаках, то есть это объекты, которые вообще давным-давно существуют, как средства индивидуализации, товарный знак, знак обслуживания, да, регистрируется предпринимателями. Со следующего года, тут надо будет уже отметить, могут заявки подавать и физические лица в качестве самозанятых. Да, то есть поправка у нас в Гражданский кодекс Российской Федерации уже внесена, и будет действовать с июня 2023 года самозанятые, те, которые будут под своим брендом, можно так сказать, печь пироги, торты, там, ногти делать и так далее. То есть самозанятые физические лица без статуса ни индивидуального предпринимателя, ни юридического лица могут зарегистрировать, подавать заявки на товарные знаки. И на сегодняшний момент Роспатент тоже прогнозирует увеличение заявочной процедуры по товарным знакам на 30%. Наименование места происхождения товара – это старый, новый, можно так сказать, объект. Он давно-давно существует у нас, да, в Гражданском кодексе, но тем не менее, можно так сказать, с 2018 года, когда появляется у нас на горизонте географическое указание как новый объект интеллектуальной собственности, он заиграл новыми красками, можно так сказать. Но наименование места происхождения товара и географическое указание как средства индивидуализации, как интеллектуальной собственности, они одинаковые, только вот если простым языком не углубляться в все процедурные нюансы, можно сказать, что наименование места происхождения товара – это объект, который обязательно должен пройти процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти. Да, можно прокручивать дальше. Там было у нас 5 федеральных институтов, федеральных органов исполнительной власти, которые могут выдавать такие разрешительные документы, чтобы получить свидетельство о наименовании происхождения товара. Что касается географического указания, это то же самое, но облегченный вариант, да, то есть в нем не обязательно надо получать вот этот вот разрешительный документ, который необходим, да, получать из федеральных органов исполнительной власти. Почему это сделано? Потому что все-таки заявителями вот этих 2 объектов являются субъекты предпринимательства, это товаропроизводители со всей России, да, то есть и, соответственно, вот их товары должны были проходить проверку у органов исполнительной власти, да, то есть разрешительную документацию. И это очень сложно, потому что тоже обременительно и для самих органов исполнительной власти. Министерства сами начали уже какие-то отделы, департаменты, которые будут все это делать, и это тоже как бы много времени занимало, и процедурные, и регламентные моменты очень долго по времени занимали, да, поэтому географическое указание – это те самые объекты, которые облегчают, можно так сказать, участь самого предпринимателя-заявителя. И тут надо основную характеристику географического указания сказать, что
Если мы говорим о наименовании места происхождения товара, то все процессы от сырья до готовой продукции должны происходить в том регионе, в котором они производятся. Да? То есть наименование места происхождения товара, все вот этапы производства должны быть именно, допустим, если мы говорим о якутском товаре, должны обязательно в Якутии производиться. А в географических указаниях один из существенных стадий производства товара должны быть обязательно в Якутии, а все остальные, допустим, можно в целях оптимизации, да, или в целях масштабирования производить в других регионах. Ну, то есть, допустим, сырье добывается в Якутии, да, а упаковывается, допустим, в Москве или Московской области, чтобы вывозить его было легче на экспорт. Ну, к примеру говорю, да, это вот в качестве географических указаний. Вот эти все объекты у нас и являются региональными брендами. Разница между ними, допустим, в товарном знаке – это полная монополия, то есть заявитель, который получает свидетельство товарного знака, является правообладателем исключительного права, и только с его разрешения можно использовать данный товарный знак, и только он может отчуждать. А что касается географического указания и наименования места происхождения товара, вот знаки, да, были как раз, вот такие вот знаки выдаются, такое свидетельство выдается именно тем товаропроизводителям из региона, которые отвечают характеристикам того товара, который производится в том или ином регионе. Допустим, сейчас в качестве географического указания подана заявка от Союза кузнецов Республики Саха-Якутия на якутские ножи. Якутские ножи у нас везде и всюду, ну, то есть на рынках, просторах интернета можно посмотреть, что производители везде сидят, и в Дагестане, и в Красноярске, и где угодно. То есть никто там не... Просто они пишут «якутские ножи продаем» и все, да, то есть на самом-то деле якутские ножи, они же делаются, сырье наше, да, то есть они все, как бы, весь этап производства полностью в республике делается, наши кузнецы это все делают в традиционном таком стиле, да, то есть они уникальные такие наша продукция, гордость нашего народа, можно так сказать, да, и где-то это все полуконтрафактном варианте делается, это тоже не дело. Поэтому, конечно, вот эти все объекты, которые Роспатент сейчас регистрирует в качестве региональных брендов, мы, предприниматели, сейчас очень хорошо к этой теме подключилась Ассоциация предпринимателей Республики Саха-Якутия. Большое спасибо, Ольга Григорьевна, что будируете эту тему, объединяете всех в ассоциацию. Да? То есть мы на самом-то деле, это очень большая работа. Тут на самом-то деле можно сказать, что срока, можно так сказать, использование этих брендов региональных, их не существует. Сколько будет существовать традиционное товаропроизводство, столько и будет существовать исключительное право использования нашими товаропроизводителями вот такого вот наименования. Поэтому там нету, как у патентов, допустим, патентное изобретение используется только в течение 20 лет, а потом оно обнародуется и становится достоянием общества. Да? То есть, что касается вот этих региональных брендов, там сроков нету, надо вовремя просто в течение 10 лет, после истечения 10 лет пролонгировать, оплатить там символичную госпошлину, да, и бесконечно его можно использовать. Да? Поэтому надо, конечно, тут... В этом плане очень хорошо и республиканские власти, региональные власти, оператором развития интеллектуальной собственности в республике является Министерство предпринимательства, торговли и развития туризма. Очень большое внимание уделяется, большая сейчас концептуальная работа ведется, поэтому можно так сказать, что не только
И как раз параллельно у нас идет цифровой алмаз, федеральный форум, да, то есть по IT-технологиям у нас развивается республика, но и будет развиваться именно по развитию рынка интеллектуальной собственности. Я в этом не сомневаюсь, потому что когда за дело берутся энтузиасты, предприниматели, и это совместно подкреплено с государственным видением, и идет полномасштабная работа в этом направлении, значит, плоды, они не за горами. Все, что касается защиты, о проведении работ по защите, да, о защите изделий якутских товаропроизводителей от контрафакта, да, то есть от контрафакта как мы можем защитить себя, то есть только получив исключительное право обладания на те объекты, которые производят наши товаропроизводители, наши предприниматели услуги предоставляют, да, то есть только тогда мы можем говорить о защите региональных брендов, только тогда мы можем их масштабировать, выводить на экспорт. Сейчас вот геополитическая ситуация и говорит о том, что с мнением России почему-то не считаются у нас в мире. И мы глубоко были убеждены, что культура, что спорт, что вот интеллектуальная собственность, она вне политики, но вот недружественные страны нам показывают, что без определенных прав, да, то есть каких-то в кавычках прав мы не имеем права голоса, как говорится, да, но эти права мы должны тогда добывать в соответствии с теми же законами, которые мировое сообщество приняло. Мы как раз, ратифицировав Лиссабонское соглашение Женевского акта, соблюдаем все нормы и обладая вот этими исключительными правами, наши права должны быть тоже включены в мировой реестр. Да? И поэтому от контрафакта, от других стран импорта, экспорта мы не должны страдать. Тут надо, главное, чтобы не сидеть и не голословно говорить, что у нас как бы крадут, у нас ничего не делается, а просто все это каждодневно превращать в исключительные права. Если у нас будут исключительные права, никто нас не будет ущемлять, и у нас будет действительно тот самый суверенитет, который даст нам, конечно, тяжело, конечно, в таких условиях, да, санкционного давления, но все равно мы будем развиваться, все равно мы будем по этому направлению работать. У меня вкратце все, потому что хочется еще обсудить, да, эту тему, другие вопросы, какие будут, я с удовольствием на всех этих вопросах отвечу. На слайдах вы можете посмотреть на сегодняшний момент зарегистрированные географические указания других регионов. Да. Сейчас очень по направлению региональных бренды развиваются Вологодская область, Карелия, Татарстан, Башкортостан. То есть все те национальные республики, у которых есть что зарегистрировать, что, как говорится, внести в государственный реестр в качестве исключительных прав на те наименования товаров, которые у них есть, что является их гордостью, что и привлечет туристов, да, потому что, ну, тоже благо это или плохо, да, с этими ситуациями у нас тоже внутренний туризм очень четко, быстро развивается, потому что, ну, как бы некоторые дальше недружественные страны даже не хотят нас принимать, ну и пусть не принимают, да, у нас необъятная своя страна, и мы будем у друг друга пробовать и направлению туризма развивать, да, пробовать все региональные вкусности, бренды. Главное, надо защитить и сохранить за собой исключительные права. И чувствовать, конечно, уверенность в том, что ты прав, что то, что ты производишь, будет защищено. Да, защищено на государственном уровне, и это будет в федеральном реестре, будет защищать наше региональное правительство, да, то есть будет признаваться во всем мире, то есть не только внутри федерального. Как только в федеральный реестр попадает, товаропроизводитель может подавать на международную заявку, да, чтобы признали те страны, на которых он будет экспортировать тот или иной товар. Поэтому, в принципе, у нас в этом плане очень хорошо отрабатывает и правительство Российской Федерации, и наше правительство в лице Министерства предпринимательства.
торговли и развития туризма. Спасибо, Катерина Николаевна. Мы думали, что будет подключаться по онлайну больше людей, да, потому что была рассылка и в группу товаропроизводителей 2 дня назад, сегодня тоже повторяли. Но, видимо, все очень заняты. Я хочу представить сегодня тех, которые у нас в Общественной палате и участвуют на круглом столе. Максим Михайлович Прокопьев, заместитель министра по предпринимательству, участвует. Как раз-таки в его лице была проведена огромная работа и, по проблемам регистрации товарных знаков, интеллектуальной собственности, и ведется до сих пор. Руководитель аппарата Общественной палаты Анжелика Егоровна Андреева и член ассоциации «Сделано в Якутии» Владимир Иванов. И по ту сторону экрана мы видим также членов Общественной палаты и представителя ФПК Туймада, ФПК Якутия, которых мы пригласили. И в конце у нас будет обсуждение тоже, да, здравствуйте, одной проблемы, случая, да, скажем так, по которым к нам очень много обращаются, и, есть взволнованность населения по поводу названий продукции, да, выпускаемой ФПК Якутия. До этого мы тоже дойдем. Можно задавать вопросы, можно в чате писать, чтобы эксперты подготовились. И сейчас передаю слово Максиму Михайловичу Прокопьеву, заместителю министра предпринимательства. Ольга Григорьевна, спасибо. Я вкратце хочу осветить тему работы правительства республики по защите, по брендированию, да, в целом. Вот являюсь руководителем рабочей группы, межведомственной рабочей группы по защите интеллектуальной собственности, в которую входят не только члены правительства, но предприниматели, мы коллеги из Академии наук, коллеги из ведомств научного сообщества и вот коллеги патентные, поверенные, тоже мы с ними каждый раз на нашей межведомственной рабочей группе с ними тоже совместно вырабатываем те или иные вопросы. И что вот удалось, да, вот Екатерина рассказала, то что вот один из наших, мы эту работу начали с позапрошлого года, с 2020 года ведем. Хоть и был ковидный год, мы, к сожалению, там очень мало собирались, по-моему, 2 раза только в год собрались в 2020 году, но при этом нам удалось утвердить и отстоять финансирование оплаты части затрат, которые несут предприниматели по брендированию, по подаче заявки Роспатент, если по-простому говорить. Да? Это начиная от оплаты госпошлины, это оплата услуг патентных поверенных. Там очень большая, если честно, заполнение заявки, там нужно быть отдельным специалистом, чтобы заполнить заявку на получение как товарного знака, как НМПТ, наименование местопроисхождения товара, так и географического указания. Но мы решили начать, члены рабочей группы поддержали, решили начать с более общих понятий, таких как, например, словосочетание «сделано в Якутии». Да? Буквально совсем недавно, в этом году, мы получили данные регистрацию, соответственно, инициатором, то есть правообладателем данного словосочетания у нас является ассоциация «Сделано в Якутии» во главе с председателем Ольгой Григорьевной. Это очень хорошее, и, соответственно, все члены данной ассоциации, товаропроизводители местные, могут использовать это словосочетание «Сделано в Якутии» не только как словосочетание, но и как лейбл, клеить и осуществлять распространение своей продукции, использовать ее в упаковке, продвижении, использовать в рекламе и так дальше. Да? Но это одно из наших побед, но кроме того, Екатерина тоже сказала, мы сейчас активно работаем с нашим Министерством культуры и духовного развития для того, чтобы сохранить наши этнонациональные изречения, слова, да,
эпосы, ну и так дальше, словосочетания, да. Соответственно, вот как одно из направлений, вот якутский нож мы уже подали, да, а инициатором, то есть правообладателем будет Союз кузнецов. Я думаю, это правильное решение. Соответственно, ждем, когда зарегистрируется. Сама процедура очень долгая, Екатерина, к сожалению, не сказала, но она иногда длится 2 года, да, и 3 года даже, да, ну, от 18 месяцев с момента подачи заявки. Если еще быстро пройти согласование вот в Минкультуры РФ, Минпромторге РФ, ну, вот в таких ведомствах, да. Соответственно, процедура недолго, но с момента подачи заявки, вот этого, например, словосочетания, уже используя, ну, приоритет отдается тому, кто подал. Допустим, ассоциация уже бывала уверена. Например, сейчас кузнецы уже уверены, что якутский нож, словосочетание, уже помимо них никто сейчас не может подать на регистрацию, да, на патентование. И что касается вот наших национальных, да, слов, словосочетаний, здесь я хочу отметить, коллеги, мы планомерно все равно эту работу будем продолжать. Вот хамус мы сейчас, да, ведем работу. Я для широкого круга специально, на самом деле, мы тоже не работали, но я думаю, когда мы получим патенты, мы будем об этом громогласно везде говорить. И там уже совершенно другие юридическую плоскость будет работа идти. И по использованию данных наших словосочетаний там совершенно другая работа будет. Кроме того, хочу, коллеги, уже отметить, да, сейчас в Госдуму внесен и в первое чтение прошел федеральный законопроект об этнокультурном, сейчас прям дословно прочитаю, коллеги, об нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации. Данный федеральный законопроект будет определять порядок использования нематериальных этнокультурных достояний субъектов Российской Федерации. Соответственно, в данном законопроекте мы его видели, уже предусмотрено положение, в соответствии с которым субъекты наделяются правом определять порядок и вести реестр нематериальных этнокультурных ценностей, достояний. Напомню, у нас в республике уже действует закон об охране и использовании нематериальных, культурных и исторических ценностей Республики Саха-Якутия. Я уверен, что в него после принятия федерального закона, ну, путем внесения ряда поправок в действующий законопроект, скорее всего, добавится направление о контроле, да, то есть контроле и надзоре, и, соответственно, использование тех или иных слов, оно будет уже в законодательном уровне с внесением изменений. Ну, в КоАПе статьи есть, мы это понимаем, и, соответственно, в дальнейшем эти вопросы примут плоскость уже практическую в части контрольно-надзорной сферы и применения, ну, правоприменительной практики. Это вот в целом общее такое говорю. Уверен, что этот федеральный законопроект, он в первом чтении принят, соответственно, в 2023 году он уже будет принят, и работа уже в предстоящем году, в течение года уже завертится и заработает. Это вот в целом как бы со стороны государства, как сказать, работа ведется. Спасибо. Спасибо, Максим Михайлович. Действительно, в последнее время очень много работы проводится по теме брендирования товарных знаков, авторских прав. Ну и времена у нас сегодня такие, да, непростые. Недавно состоялась форум сообщества, ну и вообще вот даже в Госдуме рассматривается закон о защите этих ценностей, а на форуме сообщества общественники тоже, ну, в полной уверенности, что сейчас уже пора ввести патриотическое воспитание. И вот Максим Михайлович сказал, что вот этот законопроект о защите нематериального исторического наследия народов республик уже в разработке. Но у нас вот есть как раз-таки сакральные, духовные, такие, ну, несущие духовное начало слова, как ну, вот, хомус, олонхо, чорон, дархан, баянай, которые, ну, мы понимаем, что религия, верование
якутов, они тесно связаны были именно с таким, ну, как бы у нас 9 АИ, среди которых, например, Баянай, да, бог охоты, рыбалки, допустим, ну и другие тоже названия на сегодняшний день мы видим на алкогольной продукции, да. Как раз-таки ФПК Якутия является местным товаропроизводителем, и мы в партнерстве сейчас тоже с ними работаем как ассоциация «Сделано в Якутии», да, но как-то вот вразрез политики как будто бы идет именно по названиям, да, если говорить. Поэтому нужно, наверное, все-таки ускоренно принять решение о замене названий на более нейтральные, потому что мы видим, что и общественность взволнована, пишут письма в общественную палату, обращаются, и я думаю, что, в принципе, это правильно. И я вот хочу передать для обсуждения слово Анжелике Егоровне Андреевой. Какова позиция, да? Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Большое спасибо, что отозвались. Действительно, на площадке Общественной палаты мы всегда обсуждаем очень актуальные вопросы, и к нам обращаются жители, представители улусов, городов, наши лидеры общественных советов в улусах и городах нашей республики. И, конечно же, Общественная палата следит, мониторит полностью все, что касается острых вопросов в нашем обществе. И действительно, этим летом был очень неприятный инцидент, когда по, значит, социальным сетям, по WhatsApp распространялось такое видео, где была, я не знаю точно, кто был производитель, потому что мы к тому времени еще вот не успели провести этот круглый стол. Спасибо большое, что сегодня у нас есть эксперт даже федерального уровня, наше министерство, да. Была распространена водка, я не знаю, что это было производство, точно не наше, видимо, не нашей республики, где была изображена женщина, которая играла на хамусе, и когда чем меньше становилось, в бутылке, видимо, вот этого жидкости, тем она пьянела и играла на этом хамусе неувереннее. То есть это цифровизация нашего национального инструмента и вообще достояние женское, вообще, я даже не знаю, как это сказать, морально можно изготавливать такие вот вещи. И это возмутило, значит, население. Это было вообще масштабно очень распространено не только на территории Республики Саха-Якутия, видимо, и в других регионах Российской Федерации, потому что к нам отправляли из других регионов. То есть, оказывается, у нас якутские женщины пьют водку, такое сложилось впечатление, да, играют на хамусе, и чем они как бы становятся нетрезвыми, они, значит, играют хуже. Мне кажется, совсем даже можно не то, что это какое-то моральное, да, это можно даже как уголовное дело, думаю, подать, если бы действительно был такой вот очень серьезный инцидент. И с этого началось. Потом, значит, поступило заявление, конкретно скажу, от музея хамуса нашей республики. Там было очень много, значит, в пакете документов, где данный музей тоже является достоянием нашей республики, а алкогольные напитки, вот как правильно сказала, наши священные, можно сказать, даже названия хомус, олонхо, дархан, асохай, баянай, исэх используются в каких-то, своих коммерческих узких целях, иногда не очень лицеприятных. И как мы будем воспитывать наше, будущее поколение, если мы им рассказываем о наших исторических событиях нашего народа, и тем самым, я не знаю, в алкогольных напитках это распространять не только по всей России, может быть, даже по всему миру. Эти вопросы поступали, и, значит, были также вопросы по защите интеллектуальной собственности, вот вы, как правильно сказали, по защите национальных брендов, региональных брендов, и мне очень приятно слышать, потому что я не была в курсе, что сделано в Якутии, да, вы уже получили, да, можно вас поздравить с этим. И вот то, что ведется большая работа по якутским ножам, вот это вот тоже мы с ними, да, встречались, тоже сюда у нас приходили кузнецы вот на выставках. Это очень здорово, большое спасибо
нашему министерству. И думаю, что вот наши депутаты, сегодня мы не пригласили, но я думаю, что в следующий раз обязательно пригласим, да, что согласно вот вновь принятого уже будет, да, в 2003 году федерального закона о нематериальном этнокультурном достижении в 2023 году, да, мы внесем поправки в наш, наверное, да, региональный закон. И я думаю, что многие вопросы должны будут, ну, сняться, то, что сегодня происходит вот в обществе, да. И у меня вот как раз вопрос к экспертам, да. Я бы хотела вот конкретно задать вопрос, что сегодня вот на федеральном уровне, на региональном уровне, что делают наши соседи, вот как вы правильно сказали, Башкортостан, Татарстан. Я точно знаю, что вот в Татарстане, видимо, они преуспели в этом направлении и получили больше это и патентов, и вот брендов на свои вот названия. Вы могли бы вот немножко рассказать, как у них в этом направлении, ну, уже как федеральный эксперт, ведется работа в Татарстане и Ну, Башкортостане? в Татарстане, да, планомерно. Там работа ведется на уровне, вообще у них республиканская целевая программа развития рынка интеллектуальной собственности принята и работает с 2017 года. Курирующим министерством по развитию интеллектуальной собственности в Татарстане является Министерство экономики Республики Татарстан. Они полностью монетизируют все результаты интеллектуальной деятельности, то есть товаропроизводитель интеллектуальной деятельности, и это все должно быть оценено, капитализировано, и вывод такой вот цивилизованным правовым путем, да, на рынок, можно так сказать. Поэтому они видят в этом существенный рост экономики своего региона. То есть не только сырьем, да, добычей, а и то же самое, то есть всю эту вот составляющую интеллектуальной собственности они тоже очень активно монетизируют. Ну, конечно, там в плане того, что и в географическом плане они там в центре находятся, и благоприятные условия климатические, можно так сказать, и плотность населения такая, то есть у них сейчас, если я не ошибаюсь, допустим, экспертов по интеллектуальной собственности 35 патентов поверенных, да, а у нас всего 2. Ну, то есть тоже смотрите, да, как настолько как бы это. У нас, конечно, все это вот развивается, и говорить о том, что мы как бы там отстаем и так далее, не приходится, потому что в целом развитие рынка интеллектуальной собственности Российской Федерации, ну, вообще на рыночные рельсы, мы только с развала Советского Союза, и только так с этого периода у нас существует вообще частная собственность, да, поэтому, конечно, мы отстали от мирового развития, да, но тем не менее мы сейчас будем ускоренно все это развивать. Ага. Хотел уточнить, дополнить, у нас в рамках работы с федеральными, с тем же Роспатентом и Минэкономразвития России, сейчас уже подготовлен проект соглашения между правительством республики, Министерством экономического развития и Роспатентом. Трехстороннее соглашение. Да, трехстороннее соглашение. Я очень надеюсь, что авторы данного проекта соглашения, очень надеюсь, что, как Екатерина правильно говорит, в других субъектах первым шагом это тоже были соглашения, а потом уже вот эти программы. Хоть у нас вот финансирование там в этом году очень маленькое было, да, надеемся, что когда будет соглашение, соответствующие программы будут приняты. Федеральный закон, я извиняюсь, оказывается, он был принят 20 октября, первого дня окончательного, они уже прошли чтение, он уже принят. Здорово. Соответственно, обязанность у нас уже наступила. Уже наступает, соответственно, уже принимать такие подзаконные акты субъектов у себя в регионах. И, конечно, плохо то, что пока у нас двое только патентных поверенных республики Саакия, да. Обучение хотела спросить. Ну да, как раз таки вот это усиливать. Примеры есть, 2 патентных поверенных, Алексей Екатерина, с ними работаем на связи. Они очень хорошо нам помогают, нашим предпринимателям. Важно, материальный продукт это или нематериальный продукт. Интеллектуальный. Копируется, да, даже вот наш национальный зуб. Да. В этом плане
Заинтересован. Ну, приоритет, список, говоря, да? Потому что мы все сразу охватить, к сожалению, не можем. Ну, может быть, найдем. И они теперь уже определяют инициатора, кто это будет учреждение. Да? И это учреждение будет инициатором, мы его соответственно, план есть, и эта работа продолжится, что особенно вот по национальным. А вот вопрос обучения вы планируете еще Да, конечно. поверенных в 23-м году? Конечно, это обязательно нужно. Но Не здесь, жалея средств. да, ну, тут не то, что не жалея, смотрите, это же все-таки рынок будет. Да. Слишком много их, это целесообразность случается, соответственно, то, наверное, все-таки вот эту корочку, я думаю, ну, у нас есть ряд людей, которые подготовлены, подали на свет. Самое главное, желание. Да, пока два, да. На самом деле это такой цивилизованный подход и к ведению бизнесов, и вообще на государственном уровне то, что поддерживается. И отвечая на ваш вопрос, да, Анжелика Егоровна, тут есть тоже, как экспертное мнение, вы хотели услышать, наверное, как вообще вот такие священные термины не должны, да, то есть допускаться. Конечно, экспертиза очень долго ведет в Роспатенте, регламентные сроки очень как бы не быстрые, ну, потому что это все делается... Аналитика все делает не искусственный интеллект, а люди, эксперты, да, непосредственно в Роспатенте. И как раз человек, который тоже регистрирует в спиртных напитках тот же наименование Баянай, в силу того, что ну, нигде это у нас не закреплено нормативно-правовыми актами, он не знает, что Баянай это является нашим АИ, священным богом, да, можно так сказать, народа Саха, и поэтому как бы является, не допускается к регистрации в качестве товарного знака. У нас есть статья Гражданского кодекса, она даже, я могу ссылку вам сказать, пункт 3, статья 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, который не допускает к регистрации обозначения, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности, морали и вот как раз вот религиозным понятиям граждан. Да? То есть вы нигде не встретите водку Святой Николай, Иисус Христос и так далее, да? Потому что оно противоречит. И именно по пункту 3 статья 1483 Гражданского кодекса эксперт отказывает. Если даже заявка какой-то там российского спиртпрома придет о том, что Иисус Христос хотят они зарегистрировать, это ущемляет права религиозных верующих, поэтому они сразу отказывают. А эксперт не знает, что у нас есть Баянай, Анна Лахчин и так далее, да, поэтому он смело может сидеть там и пишут заявки, что это фантазийный элемент, поэтому... А для этого тогда нам надо уже по линии Минкультуры вот эти вот наши слова. Ну вот в связке с федеральным законом о объектах нематериального этнокультурного достояния Российской Федерации. Да? Совет по языковой политике. Да, Ксенофонтов Павел. Хорошо знает, да? Они ставят на своем уровне. Соответственно, я думаю, как вы до этого говорили, следующий год это вопрос будет. Вот Павел Валерьевич как раз-таки должен был участвовать, но он попал в больницу. Поэтому сейчас процедура. Да, кстати, да, депутаты, когда к нам обратились, мы как раз обратились к депутатам по данному вопросу, да, и вот они готовы, значит, согласно же федеральному закону. Он как раз, извините, перебью, да, в своем телеграм-канале, что в Вилтумере будет создана рабочая группа по защите священных брендов республики в отношении алкогольной продукции и родом наименований на якутском языке. Например, сегодня не только же ФПК Якутия, да, производит, если о ней говорить, то это Махтал, Баянай, Оркудойду, Булус, Сайсары, Че, Алас, Якутская крепкая. А вот еще у нас есть торговый дом «Исток», да, вот как раз-таки там производится алкогольный напиток «Хомус», якутский алмаз, золото Якутии, чаран, коньяк, золотая Якутия. Ну, слышите, да, что все связано с Якутией. А в Краснодарском крае производится шампанское «Уруй Айхал». Да, вот как-то тоже не очень
с духовной точки зрения некрасиво. Ну, бивень – это ладно, да, это по заказу алкогольного маркета «Ремикс» производится. Но видим, что ФПК «Якутия» – это единственное предприятие, которое очень честно сегодня подключилось, и мы их тоже послушаем, а другие не подключились. Вот. Сегодня вот еще пишут в СМИ, да, я сейчас тут скопировала, то, что для примера можно привести Республику Татарстан, в которой хорошо продуман, реализован комплекс антиалкогольных законов. В Татарстане действует закон о добровольной платной сертификации ввозной алкогольной продукции, в соответствии с которым вся алкогольная продукция, производимая не в республике, должна проходить специальный контроль качества. Мы понимаем, да, что оно дорого стоит. И также Татарстан ввел на своей территории эксперимент по маркировке разливной пивной продукции, что позволило контролировать объемы и качество продаваемого пива в так называемых разливайках и бороться с распространением лжекафе, несмотря на существующие пробелы в федеральном законодательстве. Как раз-таки сейчас тоже... Да. Речь закона Республики Татарстан, она берет начало с 2003 года. И по рейтингу как раз-таки мы были на одинаковых. Да. Почему? Потому что об этом я напоминаю именно год, потому что 171 федеральный закон, с момента его вступления, федеральный закон о алкогольном производстве и обороте алкогольной продукции. Они успели. Да, уже сейчас, к сожалению, не наделяет, вернее, запрещает субъектам вводить дополнительные пошлины, акцизы в виде акцизов. Да. Они вовремя успели, согласно с этим. Одновременно, к сожалению, у нас, к сожалению, не успели. И в 2005 году, когда федеральный закон вступил в силу, после этого ни одна республика уже не может, да? Не точно, Второй, маркировки пивной продукции. Это эксперимент. Он работает сейчас в 5 субъектах Российской Федерации. Маркировка пивной продукции «Честный знак». То же самое, что маркировка по молоку, по воде. Здесь, видимо, журналисты немножко, ну, так сказать, вот в одностороннем порядке, да, под одним углом вывесили информацию. Да. Это не республиканская маркировка, это федеральная маркировка, экспериментальная, да. Честный. Что, да, честный знак. Республика Саха-Якутия, например, тоже была экспериментальной площадкой по маркировке меховой продукции. Микрофон Максима Михайловича можно ближе? Ближе микрофон. Еще 4 года назад мы были экспериментальной площадкой по маркировке меховой продукции, например. То есть это не говорит о том, что это инициатива региона, а говорит о том, что, и, к сожалению, экспериментаторы не имеют права там, ну, регулировать численность, да, запрещать там или нам, ну, в каком-то месте запрещать продажу того или иного, ну, пивного напитка, пива, например, да. Речь идет о том, что у них снизилась контрафактная продукция по пиву. Да, это действительно так. Когда вводится маркировка пива, с полок пропадает контрафактная продукция, которая непонятно где разливается. Здесь в этом плане, да, маркировка пива это позволяет сделать. Этот эксперимент сейчас продолжается, но, к сожалению, вот из-за санкционного давления он перенесен, ввод его на территории всей Российской Федерации до 2024 года. Ну и по молоку тоже были ряд переносов, да, вот до декабря 2023 года. Точно так же все сроки по маркировке по отдельным видам продукции были перенесены. Это нужно понимать. И, соответственно, в этом плане правильную информацию доносить до наших предприятий и предпринимателей. Спасибо, Максим Михайлович. Владимир Давыдович, хотели, да, дополнить? Добрый день. Я очень рад, что пригласили. Я как представитель креативной индустрии хотел бы обратить, что интеллектуальное право
очень связано именно с этой с креативной экономикой. И на сегодня вот открылся у нас креативный кластер «Квартал труда», и актуальность интеллектуальной собственности, он начинает подниматься еще на новое. Я уверен о том, что наши ряды будут еще и шире расширяться, и хотелось бы, чтобы в этом направлении еще тесно работали по линии Министерства культуры, и рад, что Сергей Васильевич Расторгуев представляет культуру, и Министерство предпринимательства, да, и Общественную палату в том числе. Дело в том, что в киноиндустрии у нас тоже масса есть проблемных вопросов, поэтому мы хотели бы в будущем при поддержке Общественной палаты, Министерства предпринимательства и Ассоциации предпринимателей, сделанной в Якутии, создание некой такой ассоциации продюсеров и представителей креативной индустрии. Таким образом, мы создали бы механизм урегулирования и выхода на новый уровень продвижения республики. Я прошу протокольно это зафиксировать, нашу просьбу. Тимур Юрьевич Ханды предварительно поддержал это, но я думаю, более широким кругом. И если еще нас услышат и представители культуры, представители креативной индустрии, Министерство инноваций, то, я думаю, все пойдет на пользу. Спасибо. Очень большая тема на самом деле. А сегодня мы обсуждаем, ну, конкретная тема у нас, да, и перед тем, как передать слово ФПК Туймадан, к сожалению, мы... Ой, ФПК Якутия, извините, да. ФПК Якутия один из флагманов нашей республики. Всегда, вот как крупный бренд Якутии, всегда участвует и в благотворительных акциях, да, становится, ну, в числе первых главных спонсоров международных спортивных игр, снабжает школьные и дошкольные учреждения, государственные органы питьевой водой и безалкогольными напитками собственного производства. И так как они наше родное предприятие, которое производит производственный цех у нас здесь, мы, конечно, всецело болеем за успехи вашей компании, да. Но у нас тут речь раз зашла об названиях, да, наших, ну, напитков. Просим дать, ну, такой резюмирующий комментарий, и как вы вообще на это все смотрите, и вообще на будущее какие у вас планы. Мы видим, что у нас и законы разрабатываются, да, и движение такое уже есть, и патриотическое воспитание, все вкупе, поддержка духовно-нравственной ценностей наших. Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, перед тем, как выступить, ладно? Угу. Включите, пожалуйста, микрофон. Представитель ФПК Якутия. Здравствуйте. Да, слышно вас, ага, слушаем. Слышно, да? Да. Здравствуйте. Да. Угу. Да. Начальник отдела ФПК Якутия Давыдов Юрий Климович. Вот касательно вот обсуждаемого вопроса хотел бы пояснить следующее, да. Ну, все названия и наименования обозначения нашей ликероводочной продукции, они прошли всестороннюю проверку в Роспатенте, прошли все необходимые экспертизы, заключения, и в соответствии с действующим законодательством они были зарегистрированы в Роспатенте. На самом деле ФПК Якутия поддерживает, как вот сейчас сообщили, концепцию, на самом деле, вот, здорового образа жизни. Мы поддерживаем социальные инициативы, в том числе волонтерские проекты. Так, всего за 2022 год было поддержано 11 местных социальных инициатив, в том числе волонтерские проекты по оказанию медицинской помощи и благоустройству бездомных животных, 14 общегородских и республиканских мероприятий, это спортивные, образовательные, развлекательные, с общим охватом 30 тысяч жителей. Ну, хотел бы пояснить, да, в части, вот, скажем так, обсуждаемой темы, что вот использование национальных элементов и якутского языка в оформлении ликероводочной продукции само по себе, оно не является причиной пагубного воздействия алкоголя на организм и иных последствий его злоупотребления.
Но проблема злоупотребления алкоголем является актуальными не только для якутского народа, но и по всему миру в целом. Если вот смотреть другие регионы и другие страны, то в частности в Финляндии выпускается водка Финляндия, в Республике Татарстан производится водка Ханская, в Башкирии производится водка Курай, золото Башкирии, гордость Башкирии. В Бурятии вот производится водка Алтан-Серге, ну это тоже сакральный символ для жителей Бурятии, означающий символ домашнего очага и гостеприимства, и семейного благополучия. Вот. Ну, данные вот названия, они подчеркивают национальные особенности и колорит этих республик. Ну, то есть тем самым они вот способствуют развитию туризма, продвижению и узнаваемости брендов, как в стране, так и за рубежом. Вот. Ну, считаем, что способствует больше алкоголизацию населения, на самом деле, привозная алкогольная продукция непроверенного качества, которая оформлена в национальном якутском стиле и на якутском языке. Также контрафактная продукция, которая вот никем не контролируется и не осуществляются платежи в бюджет. Также хотел бы подчеркнуть, что ФПК Якутия является одним из крупнейших налогоплательщиков республики и города, одним из немногих производственных местных предприятий, которое вот, ну, которое создает рабочие места, осуществляет социальные платежи, а также налоговые платежи в бюджет. Вот. Ну, вкратце так у меня вот по ситуации. Спасибо, Юлий Климович. У нас есть к вам вопросы. Юрий, приветствую, это Максим. Да. Ага. Подскажи, пожалуйста, вот в связи с этими событиями планируется ли плановая замена наименований ряда продукции, ну, например, вот та же Ортодайду, например, да? Я понимаю, что у вас патенты есть, но можно же прийти к консенсусу в части того, чтобы сохранить патенты за АО ФПК Якутия, таких наименований, таких же, как вот тот же Ортодайду или там Байнай, да? Это вы, наоборот, на самом деле флагманы в части патентования, и вы уже эти знаки, грубо говоря, заняли, да? Никто другой уже не может. Соответственно, рассмотреть вопрос, не знаю, на совете директоров, может быть, да, или на руководстве, исполнительном органе, да, акционерного общества, сделать плановый ребрендинг тех или иных продуктов. Содержание той же бутылки под названием Байна, если ее назвать другим именем, внутренности-то не поменяется. Я понимаю, что нужны будут какие-то дополнительные деньги в производственном цикле, допустим, затраты на этикетку, дополнительные будут затраты на маркетинг, что вы меняете уже не Байнай, там, а, допустим, я не знаю, завтра, какое-то другое название придумаете, да, но это, наоборот, на мой взгляд, да, дополнительная реклама для уважаемого акционерного общества, что общество не стоит в стороне, являясь местным производителем, слышит и слушает чаяния жителей республики. Вот сегодня даже на круглом столе общественной палате, в частности, ваш вопрос, да, уже стоит. Я уверен, что общественная палата по итогам сегодняшнего круглого стола подготовит соответствующие рекомендации. Да. И вот хотелось бы все-таки уточнить, есть ли у вас такие планы? Слышали, да, есть ли планы поменять название? Ну, сейчас таких планов нету. Настоящий момент. Да, я услышал, я понял вопрос. В настоящий момент таких планов нет, но мы внимательно изучим, скажем так, эти рекомендации, обсудим с руководством и, получается, примем решение. Ага. Да, я как раз-таки вот вижу товарные знаки, на каждую из них у вас есть товарные знаки. Общественная палата
Круглые слышу. столы могут давать рекомендации, и мы обязательно это сделаем. И Общественная палата – это тот уровень, ну, как бы это общество. Через Общественную палату к нам обращаются, да, люди, общество нашей республики, оно, ну, как бы обеспокоено. Мы понимаем, что даже вот есть водка президент, да, вот если смотреть российские опыты, и даже в Монголии, по-моему, Чингисхан, но это не дает нам, другим регионам называть священными какими-то словами, да, и как раз если вы поменяете, то вы станете флагманом в этой области, да, или патриотами своей родины, которые поддерживают политику своей республики, и общественность как никогда сейчас должна объединяться в плане воспитания патриотического, да, и у нас очень много есть других якутских названий, да, якутская, ну, вообще словарный запас наш якутский очень богатый, поэтому мы вместе и в ассоциации, и вот Павел Ксенофонтов даже в тот раз сам сказал, что я сам мог бы помочь в этой области, и поэтому давайте вот примите во внимание, конечно, рекомендации Общественной палаты. И, может быть, у других участников нашего круглого стола сегодня есть вопросы. Пожалуйста, можете задавать. Можно я тоже? Сергей Васильевич, ваше экспертное мнение? Насчет... Ну, я, честно говоря, здравствуйте, честно говоря, ну, я не могу сейчас включить видео, я немножко приболел. Это самое, насчет вот этих, хорошо слышно, да? Имен, названий. Я постоянно друзьям в Москву там и так далее, вот Худархан везу, несмотря на все это. Ну и она давно уже, и там на дне серебряная монета привлекает всех. Наверное, там ФПК Якутия это тоже, по-моему, производит. Конечно, это не очень хорошо, и я, конечно, поддерживаю, чтобы это как-то какая-то экспертная комиссия, видимо, была, что ли, прежде чем такие названия тому или иному товару присуждать. И то, что вот ФПК Якутии сказали, конечно, это тоже очень хорошая идея, я это всегда поддержу. И, естественно, над этим надо работать. А что касается вот Екатерина Николаевна, как раз мы с вами работаем же, да, по нашим брендам. Тепло вечной мерзлоты и бриллиантовый цирк. Сейчас находится в Роспатенте, мы с весны работаем, и в это, ну, до конца года, видимо, это решится, да? Роспатента, поэтому тут, Сергей Васильевич, вы передовой, можно так сказать, из государственных учреждений, которые как бы на защиту своих брендов стали. И это очень отрадно. Спасибо. Спасибо, Сергей Васильевич. Ага. И надо будет сказать, вот я чуть-чуть прокомментирую, да, спасибо большое за ответ, Юрий Климович, но если вот просто птичьим таким языком, да, юридическим говорить, то если общественность взбудоражила тема вот это, да, то есть священных терминов народа саха, спиртных напитков, и Илтумен за это возьмется, да, то нормативно какой-то правовой акт на региональном уровне будет, то не хотелось бы встречаться по палате по вот этим спорам, чтобы ваши товарные знаки, ну, прекратить, да, прекращение действия товарных знаков, которые являются правообладателями ФПК Якутии. Ну, то есть тут на самом-то деле действительно рекомендация Общественной палаты, вот то, что вот сейчас обсуждают и привлекают нас, экспертов, да, в том числе, вы все прекрасно знаете, вы как начальник управления правового обеспечения ФПК Якутии должны понимать, что есть юридические механизмы, как можно в принципе, да, то есть уже если есть уже даже свидетельство, можно его оспорить. Поэтому тут надо как-то нам совместно надо отработать, да, то есть найти, ребрендинг сделать или какое-то там, не знаю, направление усилить. Конечно, тут и сами общественники, и депутаты Ултумена, да, Ксенофонтов, если может подключиться. На самом деле, я-то против, чтобы была аннулирована и отозвана.
Наоборот, Но у них только по 33-му классу. да ничего страшного. Это только водка. Ну вот зато никто не будет производить водку Байнай. Нет, ну у нас, если будет нормативно-правовой акт от региона, и это будет уже на столе у Там Роспатента, будет они вопрос, сами будут сразу Если там написано военная, по например, статье 1483 не регистрировать, никому дают зарегистрировать. Сейчас-то патент ФПК Якутия защищает уже. Не, ну пускай Ну, он сейчас есть, но когда уже будет принят ну да. наш региональный Ну, конечно. закон, Да, и Уже туда в согласно Роспатенте, да. приведение в соответствие регионального закона. Мы уже начали. Да, ладно, Баянай, всё, если уже есть час. название, на связь вышел Павел Ксенофонтов, сейчас он Мгм. может подключиться и даст свой веский комментарий. Если есть товарный знак на название Баянай, то магазин Баянай не может называться Нет, нет, магазином НМ Баянай? может, это Может же. класс Это МПТУ классы, еще есть, классы да. МПТУ. Тоже Просто я знаю, может быть, многие не знают, у нас же Баянай. записи идет, съемка же, да? Да, потому что, ну, основная наша проблема от незнания же очень много происходит, да, и в сфере экспорта, это же необходимая часть требований, да. Я не могу сказать о том, что у нас нет информации. Как раз-таки в последнее время Центр «Мой бизнес», Минпред дает очень много информации, проходят лекции, да, собирают много предпринимателей. Например, в конце Екатерина Романовна, да, Екатерина Николаевна, дайте, пожалуйста, информацию. Патент на 20 лет, мы поняли, это на, значит, Изобретение, товар, полезное. изобретение. Это не Вот. И потом идет, значит, вид регистрации товарный знак. Есть интеллектуальная собственность на какие-то виды там творческих... Географическое указание наименования места происхождения товара. Это интеллектуальная Да, собственность. это объект интеллектуальной Географическое собственности. указание как раз-таки и НМПТ. Мгм. Вот это вот немножко вот кратко. Ну, товарный знак, он как бы бессрочный, да, то есть его надо своевременно пролонгировать по истечении 10 лет, можно так сказать, да, каждый раз уплатив государственную пошлину и подтвердив, что вы выпускаете под такой маркировкой товарный знак или предоставляете такие услуги, да, то есть НМПТ, географическое указание тоже бессрочное, тоже надо подтверждать, а все, что касается вот патентного права, да, объектов патентного права, это патент на полезную модель, патент на изобретение, а также патент на промышленный образец, они все имеют срок, то есть до определенного срока использовав, они становятся общественным достоянием. А все, что касается вот средств индивидуализации, еще раз повторяюсь, они бессрочные. Хорошо. Больше никто не подключился? Можно я там добавлю, да? Вот, например, я тоже давно знаю, езжу на фестивале, там, в том числе в Ижевске, и с покойным президентом был знаком в те время, гостям международного фестиваля в Ижевске, в Удмуртии, с президентом Удмуртии встречались, и он все время почетным гостям, они нам дарили подарки, и это было в основном водка Калашников. Представляете? И здесь, мне кажется, споры могут пойти, потому что все-таки это бренд, не то, что там водка, там это как алкоголь, там это пьяница, там и так далее. Это же, с другой стороны, это же популяризирует. вы как Просто, может быть, по-другому ставить как-то вопрос, наверное, надо. Почему? Калашников – это как бы индивидуально, авторское да. право, тут, соответственно, Но это уже авторское другие право… вопросы. Я просто по названиям говорю, потому что это просто идет бренд по всему миру уже на самом деле. Я тоже вожу водку Дархан, там все спрашивают, что такое Дархан, что это означает, и приходится объяснять. И они уже как-то окунаются. Поэтому здесь немножко тоже, наверное… Сергей Васильевич, что касается Калашникова, я могу тут прокомментировать, что Калашников – это имя собственное. Тут подключается у нас авторское право, то есть тут в жизни человека, да, в период
использования авторского права, период жизни человека и 70 лет после его смерти. После его смерти могут распоряжаться его именем прямые наследники. То есть если прямые наследники спиртзаводу Удмуртской республики дали согласие использовать в качестве товарного знака калашников, да, они могут использовать. И, скорее всего, он зарегистрирован как товарный знак. Просто я говорю к тому, что тоже, видимо, наша республика должна знаки утверждать. Он же наш современник. Ну вот как в случае... Потом можно, да? Ага, Я говорю просто о бренде. Водкой Путинка, либо же там Авксентьевка, даже говорят, есть. Поэтому если согласие есть, давайте мы будем подходить к концу, уже мы час работаем. Вот, ну что ж, понятно, да, что тема, она очень такая острая, злободневная, и понятно, что мы должны вести полномасштабную работу, как общество, как власть и вообще бизнес, да, в единой форме, и нужно понимать, что народ не спит, он бдит, вот, и я думаю, что больше процентов людей, которые все-таки думают, что священные, национальные, традиционные понятия нельзя, наверное, ну, как бы использовать именно в алкогольной продукции, а в любом другом это, конечно же, приветствуется, в созидательном, да, потому что понимаем, что алкоголь – это всегда какая-то негативная часть нашей жизни. Да, можно пить алкоголь очень культурно, в каких-то, ну, как бы, как праздник, но по большому случаю, как показывает статистика и криминальная наша вот эта вот часть жизни больше всего исходит именно в результате употребления алкогольных напитков, да, а как бренд мы его, конечно, вот всегда возим за пределы Республики Саха и в развитии туризма тоже используем. Ну, давайте вот такие названия больше давать именно товарам народно-прикладного искусства, да, НХП. Можно напиткам. Напиткам безалкогольным, да, почему бы и нет. Потому что общество всегда в стороне того, чтобы, ну, как бы созидательные такие моменты, тем более у нас патриотическое воспитание. Вот, очень надеюсь, что в таком формате мы еще будем обсуждать данный вопрос и в общественной палате, и еще в других каких-то платформах. Ну, завершая круглый стол, я хочу предложить, да, все предложения, которые сегодня здесь прозвучали, все-таки мы внесем в рекомендации, Екатерина Николаевна, внесем в рекомендации нашего сегодняшнего круглого стола при участии нашего министерства, предпринимателей, общественной палаты и федерального эксперта. И думаю, что Ольга Григорьевна подготовит очень значимые рекомендации нашего круглого стола. И также предлагаю включить в рекомендации круглого стола Общественной палате Республики Саха-Якутия подготовить, значит, в первом квартале 2023 года круглый стол по креативной индустрии. Вот то, что вы сказали, да? Спасибо. Ваш приезд когда будет состоится? Ну, не знаю пока. В первом квартале 2023 года. И второе, предлагаю запланировать вашей комиссии. Первое – это круглый стол по креативной индустрии, да, по патентам. И второе – это все-таки сейчас у нас идет ребрендинг названий. Вот я прошлась недавно по проспекту нашего города Якутска, по главной улице, да, и решила себя почувствовать гостем Республики Саха-Якутия. Иду я по центру города Якутска. Я бы насчитала где-то, ну, наверное, максимум 3 названия, которые меня связывали с Якутией и с городом Якутска. Это был Алмаз Эргенбан, ну, еще Керриге, да, вот название. И Камилюк. Да, и Камилюк. Остальные все названия были, значит, зарубежного происхождения. На английском языке. На английском языке. Даже вот истинно русских названий я тоже насчитала где-то, наверное, 10. Да, и поэтому я предлагаю провести круглый стол с предпринимателями нашей республики, которые, наверное, делают эти мысли, рекламируют свой товар по ребрендингу, или как это правильно назвать,
названии, вот именно местных товаропроизводителей или местных предпринимателей на территории города рекомендацию. Якутска и Республики Саха-Якутия. Нет, давайте это обсудим. Это же Да, очень актуально. обсудим. Еще в свете Мы не можем событий. запрещать, но можем рекомендовать. Да. Почему бы? Вот эти Хорошо. Да, очень важные, нужные предложения. Анжелика Егоровна, обязательно наша комиссия проведет на эти темы круглые столы, потому что результаты все-таки наших круглых столов, они всегда очень такие эффективные. Ага. Ну и спасибо большое всем участникам, которые сегодня были. Лариса Рашидовна не хотела, да, вопрос задать? Лариса Рашидовна, у вас есть комментарии или выступление по данному вопросу? Ваше экспертное мнение ждем. Немножко зависает, сейчас, может, скажет. Выключила этот, включила звук. Связь плохая. Ага. Пока Лариса Рашидовна подключается, ФПК Якутии тоже хочется сказать, что мы получили товарный знак «Сделано в Якутии», и вы его можете использовать на своих товарах. Как Нет, у него вопрос «Сделано в другой. Якутии». Он кузнец не в плане того, что якутские ножи делает, да, ну, знаменитый наш кузнец, который делает ограждение, это Борис Гумер Аглы. У него-то вопрос в том, что он делает работы такие масштабные, в том плане, что, ну, вот ограждения, его Ну, там работы узоры у делает нас он. в городе есть, часть он делает бесплатно, но их-то задача все-таки за свои работы деньги получать. Вот. Он к тому, что так как он выполняет все из качественного материала и именно кузнечные работы, что его работы не такие дешевые, и он не может конкурировать с тем, что делают наши сварщики, которые по его эскизам делают ограждения, гнут тонкий дешевый металл, которые потом эти ограждения приходят в негодность. Ну, мы же сами видим, да, какие у нас разноплановые по всему городу ограждения. Я-то думала, что, ну, как-то будет затронута именно работа предпринимателей, а здесь, конечно, не та тема, ну, не для этого Давайте... круглого стола его вопросы. Ага. Ну, если это предприниматель, как я поняла, да, у нас будут Да. еще круглые столы, давайте мы с вами созвонимся, обсудим данный вопрос. Давайте, потому что он уже, видимо, от какой-то безысходности обратился к депутату, вот, и меня пригласили. Ну, как-то так быстро-быстро почему-то решили, что комиссия по строительству, ну, вот в части именно... Да, он благоустройства создает, города. изобретает, а его изделия копируют другие. Ну, Да, вот, его изделия копируют другие, он в связи с тем, что свои работы оценивает дорого и делает из качественных материалов, конкурировать на этом рынке по дешевой продукции не может, и получается, что вот у него есть вопросы. Он единственный автор. Хорошо. Лариса Рашидовна, спасибо. Как раз-таки у нас такое происходит повсеместно. Допустим, якутские унты, хомус, вот кто-то что-то, какую-то хорошую сумку сделал и тут же увидел, украшения, и тут же мы это видим. Вот, ну да, вот поэтому у него тот же самый вопрос. и вопрос, как защитить свои эскизы, потому что он их на конкурсы представляет еще куда-то, а потом получается... По его эскизам он мне даже показывал, вот говорит. Ну вот вы сказали, что у нас свой патентный поверенный. Да, его можно депонировать в качестве авторского свидетельства получить, да, на то, что на его товар, да, или в качестве патента на промышленный образец. Я не знаю, насколько это будет полезно, модель или изобретение, потому что там нужна мировая новизна, чтобы их зарегистрировать в качестве таких объектов. Тут надо посмотреть, почему нет, как патент на промышленный образец или как авторское свидетельство. А после этого он будет уже оспаривать, если будут копировать на основании этого исключительного права, да, этого документа. Хорошо. Спасибо большое. На этом мы завершаем наш круглый стол. Спасибо большое. Большое всем спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.